Ну, Москва меня уже столько раз хоронит и выкапывает, что я уже сбил с счета. Мы с вами встречались последний раз в конце января. Я вижу, очень много изменилось с тех пор. В чем изменения? Изменения, в частности, в том, что мы больше не в Грозном, не в Гудермесе, а неизвестно где. Почему это неизвестно? Мы находимся и будем находиться до скончания света на исконной чеченской земле Ичкерия. А где мы находимся? В Грозном или в Гудермесе, или в Найжо-Юрте, или в другом регионе, это суть нисколько не меняет. Мы дома. Как вы оцениваете сейчас ситуацию, Илья Мусаевич? Я не буду комментировать. Устал уже комментировать ситуацию. Каждый раз от меня требует или просит прокомментировать ситуацию. Война. Война. Самая жестокая война, которую только видел человек со времен Адама и Евы. Война. Джафар Мусаевич, вы, вы о чем-нибудь жалеете? Нет, ни о чем я не жалею, но кое-какие-то принципы изменились. Нельзя сказать, чтобы я что-то ненавижу или питаю какую-то глубокую кому-то, и к народам, или к ситуациям ненависть, но появилось брезгливое отвращение к некоторым профессиям, к военным профессиям, ко всем. А в частности? Да ко всем военным профессиям и в частности к авиации. Скоро 9 мая, Джафар Мусаевич. Что бы вы хотели пожелать народам бывшего Советского Союза? Народам бывшего Советского Союза ничего я не пожелаю. То, что они заслуживают, они сами себе его и нагнетают, и сами приводят к себе к тому, что не заслуживают. Народы бывшего или настоящего или будущего Союза, и в частности России, больные русизмом. Причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. И морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То, что делается, Чечня – это только предлог, а по сути это суть российского народа. Больного русизмом, человека-ненавистнической идеологии. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Причины тому реальные. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построение общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилось на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет
место и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось 3 поколения. И этот путь закрыт. Где взять идеи для такой массы человечества? Можно бы идти по примеру Запада, сделать своей идеей доллар, Богом своим. В этом случае тупик. Россия считанное время гражданской войной в период передела власти, нелегитимности государств, ветвей власти, разграничения, разгосударствления собственности. Вот в этот период такая идея настолько опасная, что все возьмут булыжники, у кого есть автомат, а кто и ракету, и гражданской войной будут разрешать этот спор. Этот тоже путь закрыт. Оба пути и духовности, и идеи новой, пути закрыты. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов, но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Михаил Мусаевич, вы помните, как в последний раз еще в бывшем Советском Союзе вы отмечали День Победы? Конечно, помню. Я ведь командовал гарнизонами в 3 округах. Это, конечно, одна из величайших достояний цивилизованного мира. Победа над человеконенавистнической идеологией фашизма. Но к великому несчастью, побеждая и борясь человечество с фашизмом, рождало тут же русизм. Причем на обозрение всего мира. В то время, когда весь цивилизованный мир боролся с этой чумой, ценой огромных потерь и разрушений, в это время в Руси уничтожались миллионы людей по национальному и духовному признаку. Только в одной яме зарыли 12 тысяч лучших сынов Европы и цвета цивилизации польских офицеров. 40-тысячную армию польскую уничтожили и оставили из них всего лишь одно подразделение для обозрения. Миллионы народов депортировались и уничтожались, в том числе и чеченский народ весь. 2/3 нации мы потеряли в этой гнусной, похабной идеологии рождения русизма. И русизм стал набирать силу. И реалистическим устрашением армии всему миру, демонстрируя свою жестокость, Россия, выбирая самых незащищенных и слабых, демонстрировала над народами мира почти весь период своего существования физическим насилием и уничтожением, демонстрировала свою жестокость и свой русизм. Давайте вспомним. Не успела закончиться война в 1944 году, где десятки миллионов народов были физически уничтожены, депортированы и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном, пошли войной на Иран, дали отпор в 1953 году, в 1952-1953 годах.
Далее в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, после этого Югославия и так далее. А потом война в Афганистане, а далее Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ингушетия, Северная Осетия, Молдова, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан. И пошло-поехало по миру уничтожение народов и земной цивилизации. И ни один человек, фабрикантов, авантюристов, откровенных преступников из высших эшелонов власти, совершавших тягчайшие преступления перед человечеством, не понес наказания. А аппетиты все больше и больше разгорались и довели вот до этой ситуации, при котором творится сейчас в Чечне. И ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны и не будут чувствовать, как эти, так и последователи, неотвратимость наказания за преступления, беды России будут расти с каждым часом. Эти же авантюристы-политики разрушили советскую армию, ее устои. Казалось бы, оплот мира, защиты интересов многомиллионных, 300-миллионного гражданского населения СССР. И они же сейчас являются обыкновенными бандюгами. Бандюгами в изощренном, отвратительно хищном, животном виде, уничтожая просто так, применяя все виды вооружения военной техники, средства массового уничтожения, демонстрируя свою жестокость в отношении мирного населения. Те же ветераны войны и труда, которые такими тяготами добыли и эту победу, и будущее, и надеялись хотя бы старость свою закончить естественной смертью на этой земле. Сейчас мы их не только не можем почести оказать им, мы не можем их трупы убрать из-под обломков и предать их земле. Вот до чего довели советскую армию. Я при полном убеждении, при глубокой надежде, хотя убеждений уже нет, что, наверное, ветераны войны, вооруженных сил не причисляют себя к этим вандалам, к этим преступникам и не поддерживают ту нечеловеческую агрессию, неслыханную в истории, по жестокости, по бессмысленности, по цинизму, который сейчас творят вояки из российских эшелонов. И, наверное, за то, что они разрушили эту советскую армию в таком и превратили ее в бандгруппировки, обыкновенных бандюк, смешав их с уголовниками, наемниками, в том числе и авиацию, и военно-морской флот. Слава советского народа, государства советского. Слава, по сути дела, и гордость 300-миллионного населения превратились сегодня в обыкновенных мародеров, бандюк и уголовников. И никто за это не несет наказания. А аппетиты у этой группировки, бандгруппировки высшей эшелонной власти все больше растут. Растут и дорастут до такой степени, что эти же бандюги, эти же вооруженные силы, как уже расстреляли и Белый дом, будут расстреливать так же, как и в Чечне, не разбирая ни чеченца, ни русского сначала в городе Грозном, ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста.
в церквях, в мечетях, высокоточным оружием с неба, земли, гордостью народа уничтожают гордость наций, ветеранов войны, труда, ветеранов вооруженных сил. И да простят нас наши ветераны, что не смогли мы их защитить. Не ожидали уж такого злодеяния. Если могут, конечно, простить нас. И мы не ожидали. Вот это является нашей трагедией правительства и лично моя. Не смогли мы защитить их. И они до сих пор лежат в обломках. И неизвестно, сколько их, где они, и как их теперь собрать, и как попросить у них извинения за эту трагедию. В одном из последних взглядов Астан Масхадов вспоминал, как они отмечали День Победы и там проходили сквозь толпы литовцев. За что вас в Эстонии уважают, Юхан Мусаевич? Вы понимаете, до моего прихода и в Эстонию, и в другие гарнизоны, а почему вы думаете только в Эстонии? Я ведь столько труда вложил и в Сибири, и во всех округах, где я служил, и во всех частях. Не думаю, что найдутся ни семьи военнослужащих, ни граждане, которые проживали в этих гарнизонах и работали в частях, ни сами военнослужащие, которые бы относились ко мне негативно и даже с затаенной обидой. Я для всех, где бы ни был, перед подчиненными, перед теми, кто оказался в этой среде, честно и добросовестно исполнял свой долг. А в Эстонии сложилась особая ситуация. Там к военным отношение было и у военных к местному населению эстонцам, и у эстонцев обратная реакция. Взаимная ненависть, неприязнь. И в этой ситуации впервые, наверное, за всю советскую эту власть и гражданское население, и военные нашли взаимопонимание. Впервые начали здороваться. Те, которые десятками лет жили вместе в одних подъездах. Просто, наверное, к народам надо относиться по-человечески, а не по-зверски. Не с точки зрения русизма, а с точки зрения гуманности, законов и права. И все будет в порядке. Нет плохих народов. Ни одного народа на земле нет плохого. И тех, которых сделали по пугалам, это самые, наверное, несчастные народы. И там, где человеконенавистская идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф, выдумать какую-то мафию, то ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, который был сломан хребет всем миром. Долгое время Советский Союз и русизм спекулировал на этой базе. Когда и это уже наело оскомину, потом придумали еврейский сионизм. И давай во всем мире клясть евреев, и в удобном случае ату их. Потом эта карта не срабатывать стала. Нужно был новый миф, чеченская мафия. И это не сработала карта. Весь мир увидел, что той мафии, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет и даже основы. Вся она мафия сидит в Москве. Тогда выдумали какой-то фундаментализм, и он не сработал. Когда все эти ярлыки не сработали, и нет новой карты для разыгрывания своей идеологии человека-ненавистия, вот тогда кто оказал сопротивление, не дал этим ярлыкам прижиться, вот их надо и уничтожить. Вот поэтому пошли на чеченцев. Нет чеченцев и нет проблем. Таков был замысел. Но этот замысел мы имеем огромный опыт, 300-летний
отношение русских к народам, и к чеченцам, и к кавказцам, и к другим народам. Нас Россия не обманет. Хотя мы доверчивые, чем мы проигрываем? Своей доверчивостью перед Россией проигрываем, благородством. Вот на этих качествах русские над нами сейчас совершают очередные злодеяния. И никак я не дождусь, когда чеченцы ответят на эти негативы тем же. А я бы, говоря честно, хотел бы, чтобы чеченцы все-таки в конце концов и чеченцы, и другие отвечали русским тем, чем они заслуживают. Иначе никак не поймут. Жестокость останавливается только жестокостью. Война только войной. Смотрите, что они делают в селах, населенных пунктах, Грозно. Одних самашек достаточно. Для всего мира еще на 100 лет. На 100 лет. Ну, наверное, я уже предвижу, что все-таки чеченцы уже начинают и этот синдром одолевать. Я сейчас внимательно проанализировал всю историю взаимоотношений с Россией. Взял еще раз, прошелся по Льву Толстому. Взял Хаджи Мурата его повесть. И вы знаете, и Булгакова взял. У него есть рассказ «Ханкальское ущелье», где он был участником событий 19-20-х годов войны России с Чечней. У Толстого, в Хаджи Мурате, есть у нас Мескер Юрт, и сейчас он в том же положении, как тогда, перед той 150-летней войны. Там тоже русские совершили жесточайшие, доходящие до нечеловеческого обращения жестокости. И Толстой описывает, что чеченцы смотрели на русских брезгливо с отвращением. Вот точно так же чеченцы смотрят сейчас с брезгливым отношением. И я себя поймал на том же. Кроме как брезгливости и отвращения. Ничего у меня злобы обратной почему-то не вызывает. Что скот может, скотина может такое сделать. И как отнестись к скотине? Что ты обозлился или что-то на скотину, чтобы она не сотворила, на животное. Ну, наверное, равносильно мы, и я, и все чеченцы, я вижу, смотрят на эти злодеяния, на этих русских, на этих татуированных уголовников, мародеров, крохоборов, убийц. Мы на них смотрим с брезгливым отвращением и больше ничего. Ну, с тех пор прошло очень много времени, в сообществе жили чеченцы, русские. Ничего не изменилось? Не изменилось. Только жестокость русских, русизм. Весь свой потенциал русизма они обрушили на чеченцев. И русские теперь на весь мир оголены. Не только внешне, голые стоят перед миром, но и вывернуты наизнанку, до их кишков. Весь мир увидел, что такое русский русизм, и насколько он опасен для человечества. И что надо было не бороться не столько с фашизмом, сколько с русизмом в свое время. Теперь эта болезнь запущенная. Вон они бряцают сейчас с черными чемоданами, с черными кнопками. Уже до этого доходит. Уже до ядерной кнопки. Уже руки тянутся. И сейчас опять парады. И я вспоминаю великого сына мира, ученого, который при виде военных, стучащих своими сапогами, я не могу точно назвать, но у него вызвало это отвращение, как будто это пустые головы.
образно говоря, я не могу повторить точно. Но и с некоторых пор к военным профессиям у меня полное презрение и отвращение. Полное отвращение. Вы помните парад какой-нибудь в Эстонии? Я помню парады, я все парады помню. Я Без участник. эксцессов с эстонцами? Никаких эксцессов. Я вам скажу, что даже встречались сами, приходили как на праздник. Как на праздник. Впервые в Тарту в день авиации мы отвечали все вместе. И причем эстонцы плакали. Мы открыли двери все, поставили самолеты, на чистом эстонском языке парни рассказывали предназначение самолетов, тактико-технические характеристики, открыли все двери столовых, казарм, музеев, потенциала своего, устроили праздник. И впервые, тогда еще боялись свой флажок даже в кармане носить, мы подняли их флаг на высоту размерами 2 на 3 метра, и парашютист-эстонец спустил его с высоты 3000 метров. И можно было видеть, и я наблюдал, как молодая семья, где маленький ребенок с супругом, и мальчишка показывает, что «Эме, посмотри». И они увидели, что этот флаг эстонский, подняли этого ребенка, и громко, значит, и от радости плача прыгали все втроем и так далее. Ничего тут не было, никаких эксцессов. Ни в парадах. Ничего не было, чухнулся. Плевал я, если бы даже за это что-то и было. Конечно, были недовольны. В то время были демонстрации. Демонстрации были. Аэродром был огромный по периметру, 11 километров. Так они, бедные бедолаги, в 5 часов утра с детьми на плечах, на руках демонстрируют, что они протестуют против военного аэродрома и присутствия военных. Решили обойти этот весь аэродром где-то через 2-3 часа. Бедненькие там в лесу, в болоте застряли, устали. Тогда я разобрал колючую проволоку на этом участке, открыл им двери и через весь аэродром перевел на другую сторону, где их там на той стороне чай, каши. Чем они будут мучиться, ходить, прятаться, пугаться. И так лед растаял. Нисколько они не были против ни военных, если они не чувствовали, что эти военные для них являются угрозой их безопасности, их чести, достоинства. Мы отдали им национальный музей и парк. Еще со времен Второй мировой войны превратили когда-то одно из самых прекрасных мест Эстонии и достояние эстонского народа буквально в хлам. Военные занимали ее под складские помещения, авиационно-техническое имущество, все развалено, разрушено, замусорено, загажено. Я им предложил восстановить свой музей, передать им. Они, конечно, сперва в это не верили, но когда мы быстро привели, насколько могли, в порядок, очистили эту территорию, они нам в награду построили новые ангары, о которых мы даже не мечтали. Передали, и первое дерево, даже есть фотография, с директором музея мы посадили в этом парке. И ничего, все нормально. Конечно, готовились там и против эстонцев в тот период. Самый большой пресс должен был прийти на Эстонию. Республика маленькая, можно было творить все, что угодно. И когда там начались диверсии, терроризм, то, что и здесь началось, и везде, с чего начинают габисты, псы, церберы, тогда я создал систему,
при котором громогласно объявил, расставил посты, расставил офицеров, солдат, службы, и в средствах массовой информации сделал заявление, что любой террорист, провокатор будет уничтожен огнем на поражение. И этим пресек развитие дальше ситуации. Но там еще много других моментиков, которые не дали развить ситуацию в самой Эстонии. Тогда перекинулись уже в Литву эти события. Имели мы влияние и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Я должен сказать, что командование, высшее командование округа и командующего делали все, чтобы найти взаимопонимание и не дать развить. И за что и попал сам командующий округа в немилость. Его перебросили в другое место. Деструктивным силам нужна была дестабилизация. Развал советских вооруженных сил, испортить отношения с местным населением, превратить это все в хаос, в бедлам. И командующего округа, и командование, при котором я служил в округе, было нацелено на стабилизацию обстановки, на какую-то законность взаимоотношений, законность принятия решений по военнослужащим, находящимся там. Но это никому в высших эшелонах власти не нужно было. Они добивались другого. И кто стоял, противодействовал этому, того быстро убирали, переводили и доводили эту армию вот до этой ситуации, которая сейчас в ней сложилась. Задача была сделать армию карательной. А командующий и высший командный состав опытный, знающий, что такое армия, для чего она предназначена, высокодисциплинированные, высокопрофессиональные военачальники не были угодны. Кто стоял на этих позициях, он сейчас от генерала Лебедя. А тогда еще хуже относились вот к этим офицерам, генералам, которые стояли на этих позициях принципов. Нужно было развалить армию, и ее валили. Валили министра иностранных дел, значит, выгоняя с одного места, не обустроив. Десятки, сотни тысяч военнослужащих оказались выброшенными, без средств к существованию, никчемными. И такая масса нужна была, чтобы из остатков сделать обыкновенных карателей в руках новых политических авантюристов. И из нее блестяще сделали сейчас. Блестяще развалили армию, и каждый сейчас в своей структуре создал себе карательные экспедиции. 7 тысяч уголовников выпущены из тюрем, лагерей, наемников, и направлены в Чечню. Вон они, в газетах. Посмотрите их морды и в материалах, которые есть у следствия сейчас. С татуировками такие, значит, крутые, разнузданные, наколотые, напитые, набитые. Вот что сделали в подарок 50-летию ветеранов войны и вооруженных сил нынешние авантюристы-руководители всех уровней. Игорь Мусаевич, у вас во время той службы были настоящие праздники? Я вам скажу, что значит настоящие праздники. Настоящие праздники всегда был День Победы. Настоящий праздник. День победы над человеконенавистнической идеологией и чумой. Куда еще выше праздник? Конечно, любой праздник для военного, от рядового, а тем более для командного состава, это была огромная работа, ответственность, подготовка, дежурство, значит, военные ритуалы и вообще военный механизм очень тяжелый. Там нужно было все сделать до мельчайших
до мельчайшего продумать, взвесить, провести. Многотысячная масса людей задействована в том или другом мероприятии, да, с разными уровнями подготовки. Это очень сложный механизм. Это было и ответственно, но и в то же время праздничное, торжественно праздничное от души. Были и надуманные, где нужно было провести мероприятие в угоду кому-то, или инспекции, или комиссии, а были и настоящие праздники. Что-нибудь изменится, если вас не будет, вас не станет? Если меня не станет, вы знаете, я вам могу без преувеличений заверить, не только ничего не изменится, не только ничего не изменится, даже процесс пойдет в том русле, в котором бы я хотел видеть более значительной степени. Это значит ожесточение чеченцев. Да, ожесточение чеченцев. Чеченцы, народ пока еще доверяет в основной своей массе, это 90%, верит, доверяет и ждет от меня, и от меня что-то ждет, только лучшее, только хорошее, а я им дать этого пока не могу. Ввиду такой необузданной агрессии разрушено все, все разрушено. От детского садика до высшего учебного заведения, от производства наперстков до тяжелого машиностроения ничего не осталось. Все разрушено, все уничтожено. Но это даже не самое главное. Самое главное, уничтожена вообще вера в человека. Уничтожена вера в способность человечества вообще регулировать отношения на основе принципов духовности, нравственности, морали. Это отбросим, потому что ее нет с обратной стороны. И вообще элементарных законов человеческого общежития. Все это уничтожено. Где-то 300 тысяч граждан мужского пола от 17 до 50 лет остались без крова, без средств к существованию, без работы и без всякой перспективы. И только умеющие теперь воевать. И хорошо осваивающие науку воевать. Вот теперь, не станет меня. Не будет этого фактора, Дудаева. Что дальше? Я думаю, что неотвратимость возмездия за зло. Процесс просто ускорится и приобретет массовый хаотичный характер. Массовый хаотичный характер с наращиванием. С наращиванием. Ни российский народ, ни тем более его руководство не подготовлены осознать то зло, которое они совершали и совершают, и собираются продолжать. Но мы ведь не собираемся долго, чтобы нас загнали в норы и оттуда оружием массового уничтожения здесь нас уничтожали. Война – это искусство, жестокое, но необходимое в данной ситуации. Поэтому мы готовимся к длительной войне. О доверии, Джихар Мусаевич. Мы в нескольких селениях видели, как пытаются договориться так называемые группы активистов с российскими военными о том, чтобы они со своей стороны бомбить не будут, а те берут на себя защиту от боевиков. Все это обыкновенный блеф.
в который уже ни один чеченец, по сути, не верит. И места для такого доверия не оставила Россия даже тени. И сами русские знают, что это всего лишь игра, и это блеф, и это очередная провокация. А что из этого выходит, вы, наверное, тоже видели. А как пример Самашки? Ну, как при Самашке, в Бамуте, да в Алерое и в других населенных пунктах, и в том же Гудермесе, и в тех же Шалях, вы, наверное, сами видели, и свидетели, во что отходятся вот эти вот игры. Конечно, фанерно-спичечный комбинат пытается оправдать свои деньги, которые он сожрала, необузданные свои аппетиты, и преподносит якобы вот там вот уже 4 года кормят русский народ и те эшелоны власти, которые их поощряют. Значит, вот. Сейчас. Вот. Все никак не родят. Недавно Сипешин заявил, что 6-8 недель. М? 6-8 недель, и с чеченской фактором будет покончено. Это которое уже заявление и какие сроки. Значит, это все от того, что русский народ болен русизмом. Он только ждет и ожидает уничтожения Тудаева. Я вообще-то такие вещи не собираюсь комментировать и опускаться до уровня российских руководителей, где могут ляпнуть на весь мир похабщину, угрозы, вот Дудаева надо уничтожить, вот чеченцев надо уничтожить. Значит, что это за руководители и что это за народ, который позволяет своим руководителям опускаться до уровня, я вам скажу, лагерных сук. И я вас убеждаю, что в России единственная сила, способная обуздать беспредел на сегодняшний день, это воры в законе, у которых есть кодекс, принципы, устойчивые, даже куда нравственнее, чем у политического руководства и эшелона власти в России. И которые могут обуздать беспредел, привлечь к ответственности беспредельщиков и привести приговор в исполнение. Это только воры в законе. Другой силы в России сегодня нет. Посмотрите на ваших демократов. Тот же Говорухин, обыкновенный провокатор. Тот же Ющенков, обыкновенный провокатор. В России осталось несколько имен, которые можно назвать, которые имеют принцип. Это из команды Сахарова Елена Бондар, Валерия Новодворская, в основном женский персонал, депутат Шабат. И я нутром чую, что этому человеку, этой жизни этого человека грозит опасность, и основания для этого есть, и порекомендовал бы ему из этой страны побыстрее уехать. Да, поэт Евтушенко, который был гражданином и остался гражданином на своих позициях, принципах. Больше ни одного человека в России назвать сегодня, у которого есть демократические принципы и вообще принципы, невозможно. Вы забыли про Ковалева? Ковалев выполняет свою работу. Он работу выполняет. Это его рабочий долг и не больше. И неизвестно, куда Ковалев еще повернет, как только амбиции русизма преодолеют и над его профессиональной обязанностью. Михаил Мусаевич, вы как-то говорили с Грачевым после декабря? После декабря нет, мы единственное, когда встретились последний раз, на этом наши разговоры закончились. Асхадов говорил, что он пытается свести вас.
Ну зачем нас сводить? Меня сводить ни с кем не нужно. Если Грачеву будут представлены полномочия правительственного уровня решать что-то, и эти полномочия будут реализованы в присутствии наблюдателей международного сообщества, я Грачеву неприязни никакой не питаю. Это жертва, которую сейчас эти политики-авантюристы отдадут на заклание, как быка, поведут и отдадут. Все, кто сформировал эту идеологию, идею русизма над физическим насилием над чеченским народом, все они постоянно уже залегают в тень. Залегают. Я не хочу называть их фамилии, это суд определит. Но мир между Россией и Чечней может быть только тогда, когда этих уголовников, преступников нам выдадут. Или мировое сообщество осудит и привлечет их к ответственности, или выдадут их нам. Это первое условие. Безусловно, вывод войск с территории республики, чтобы мы здесь, по крайней мере, похоронили, предали земле, подвели итоги и счеты. Непременное условие. Восстановление ущерба, полного ущерба, материального, морального, нанесенного нашему же народу в очередной раз. Непременные условия и гарантии безопасности международного сообщества, граждан Чеченской Республики и его государственной целостности. Вот при этих условиях установится мир. Без этих условий будем драться, пока не сгорим, и Россия, и Чечня, по наращивающей кому. Пока не сгорим. И России не будет как государства на этой земле, пусть и чеченского не будет. Другой середины у России нет. И никакого шанса у нее нет. У нас есть шанс, а у нее нет. Вы надеетесь на международное сообщество, Джохар Мусаевич? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Какая сложилась ситуация? Со времен Адама и Евы не было случая, чтобы весь земной шар, все человечество земного шара разделяло участь одной стороны и с глубокой ненавистью относилась к другой. Только сегодня сложилась такая ситуация. Народы земного шара, все как один, независимо от вероисповедания, кроме неверующих русских, вообще ни во что не верующих, хотят сейчас это свести, значит, ислам, значит, православие, идет война. Блеф это все. Никакой войны между исламом и православием нет. И христианством, вернее. Христианский мир в своих костелах, еврейских синагогах, в буддийских храмах одинаково молят, совершают молебен и просят Всевышнего смилостивиться над чеченским народом. И только в России без духовной никто не совершает никакой молебен и ждут уничтожения чеченцев. Так что это не война между исламом и христианством. Это война верующих с неверующей сатаной русизмом. Так же, как весь мир боролся с фашизмом. Такая же борьба идет сейчас и с русизмом. И будет усиливаться эта борьба. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир. Человечество не запугает уже. Уже все пуганые, все прошли этот ад русизма. И русских поставят в строй земной цивилизации. Или его не будет как государства, или она должна будет стать в строй мирового сообщества. А для этого человечеству надо
приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояний в мире военных не было. Особенно блока российского с русизмом и противостояния. Нужен только один блок. НАТО есть, и его надо наращивать. И пусть ходят в один блок военный для защиты интересов всех народов земного шара. И чем слабее, тем больше должна быть защита. Тогда будет покой и мир на земле. И нечего Руси в таком виде делать в Совете Безопасности постоянным членом. Пора его выбрасывать оттуда. И вообще в ООН нечего делать. Нечего делать. Конечно, надеемся на мир. Ведь мы надеемся почему? Не потому, что сжалостиваться и смилостивиться над чеченцами и прочее, а то потому, что человечество должно себя защитить от русизма. Вот защищая сегодня, становясь на позициях на место чеченцев, они защищают себя от будущего уничтожения русизма. Себя защищает. Прошло уже достаточно времени, чтобы как-то проявить себя более активно с начала Чеченской войны. Вы от нас слишком много хотите. Проявляем. И еще как проявляем. Имеется в виду мирового сообщества, Жихар Мусаевич. А и мировое сообщество, вы посмотрите, первая часть, о которой думал я. Мне задавали и раньше вопрос, а много ли государств, которые 3 суток смогли бы противостоять вот такому сатанинскому агрессивному нападению в этом мире? 250 тысяч войск от подводного флота морского базирования до военно-космических сил все участвовало в агрессии против Чечни и чеченцев. Все. Полгода уже идет война. И война не в пользу России. И если русские не опомнятся, хотя бы оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что красный петух войны войдет их в дом. Войдет, и будут гореть российские города, если не опомнятся. Когда я раньше говорил, что будет гореть земля под ногами агрессора, журналисты так скептически комментировали, вроде Дудаев сделал заявление, а земля так и не горит. Якобы там оппозиционные уголовные силы уже наступают на Грозный. Горела, и земля горела, и броня горела. И еще раз заявляю, не опомнится Россия, будут гореть города синим пламенем. И они сами приводят к своей катастрофе своими собственными руками, поощряя бандитизм своего политического руководства. А что касается активности международного сообщества, то оно, наверное, вполне удовлетворительно проявляется. Балтийские государства с участием и присутствием всех членов парламентов балтийских государств заседала и рассматривала один чеченский вопрос. А ведь такого раньше никогда не было. Чтобы все члены парламентов балтийских государств обсуждали один вопрос, не касающийся даже их внутренних интересов. И признали не де-факто, а де-юре агрессию России против Чеченской Республики Ичкерия. Это очень важный фактор. И передали дело на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривал неоднократно этот вопрос. Европейское сообщество, ученые, 200 человек, лучших сынов мировой цивилизации, а теперь еще 52 государства европейского и восточного континентов, 82 государства
ближневосточного и исламского мира выразили свое отношение. Вы понимаете, есть реальная сила, которая сегодня работает. Это Россия не хочет видеть мнение мирового сообщества, уподобившись страусу, спрятала свою голову под себя и думает, что мир не видит, мир ничего не делает. Из этой коробки консервной стучит свою ложь по-прежнему. А мир видит эту ситуацию иной. Очень эффективно, достаточно, поскольку опасность действий российского руководства и ее уголовных уже военных представляет очень большую опасность. Я оберегаю мир от этой опасности. Оберегаю, я хорошо знаю этот механизм. Через все мои жилы прошли политические авантюристы за эти 4 года высших эшелонов власти России и ее сатанинской силы. И куда нацелены все эти, я хорошо чувствую, знаю, и планы знаю, и в Европе, и в Азии, и на Востоке. Достаточно известны из первых источников. Так что миру от этой агрессии много может перепасть, если будет небдительным. Михаил Мусаевич, вы бы сели за стол переговоров с Хаджиевым? А это что такое? Допустим, если Вы знаете, такое предложение России... Вы знаете, я ими брезгую. Не только сейчас не сел бы. Я еще год-два назад с этой категорией людей не стал бы пачкать нацию, сев с ними за стол переговоров. Со всеми этими крохоборами, авантюристами я ведь не себе принадлежу. Пока я избранник народа, я должен беречь честь своих граждан и своего народа. А с этой категорией людей я думал, с чем можно сравнить вот подобную категорию людей. Блестяще описаны манкурты. Оно уже вошло в жизнь. Блестяще описаны Шариковы. Такая порода тоже есть. Даже вампиры гоголевские и те есть. Но к этим категориям ничто это в полной мере их не отражает. И я пришел к выводу, что они просто из породы клоповых и вшивых. Что клопы, что вши заводятся в грязном месте, особенно вши. Что и те, и другие пьют кровь. Что и те, и другие прячутся и находятся в темноте. И когда их обнаруживаешь, они вызывают отвращение и первое желание просто взять их раздавить. Но при этом отвращение от того, что оттуда пойдет дурной запах. Вот такая категория людей, и будет у меня когда-нибудь время, я, наверное, психологический портрет этой категории людей опишу. Михаил Мусаевич, а значит ли сказанное вами, что, допустим, если российские все-таки выведутся отсюда войска, начнется война уже гражданская внутри Чечни? Не начнется. Гражданской войны не будет. Ведь эта категория, она не приживается в чистом месте. Это категория людей, людишек, если их можно назвать. Она найдет свое место там, где у них благоприятная среда, грязное место. В Чечне таких мест не останется. Им придется свое место искать за пределами. Там, где их породили, где их гнездо, вот туда они побегут. А гражданской войны в Чечне, конечно, тяжело. Как я уже говорил, 300 тысяч мужского населения, вооруженного до зубов, умеющие только воевать, без средств к существованию. Будут большие трудности, огромные. И причем, я вам открою секрет, я обеспокоен этой ситуацией, но взяли эти сейчас, крохоборы взяли, вышли, и фактор противника на территории его нет. И далее, что я буду делать с этой массой?
Работы нет, крыши нет, семей у многих нет, разбили, убили, зарезали, депортировали, изнасиловали. Что мне делать с этой массой? Это у меня большая забота. И у меня больше болит голова, что я буду делать, когда эти уголовники отсюда уйдут и не будет фактора врага. Это будет самое для меня тяжелое время. Самое тяжелое время. Но рассчитывать, что гражданская война, наверное, гражданской войны мы не допустим. Духовность растет очень сильно, геометрической прогрессии. Духовность, а там нравственность. А где нравственность, там мораль. Вот на этот процесс я лично заинтересован в продолжении противостояния, пока духовность, нравственность, мораль не охватят всей массой. Есть еще категория, значит, колеблющиеся, мы псковские, ищущие легкой жизни. И эту категорию надо очистить. Или средины у нас быть не может. Кстати, таких очень много. Люди, которые хотели бы свободно передвигаться, допустим, на машинах, возить товар туда, обратно. А вот из-за войны, из-за вот этого чеченского фактора, они не могут передвигаться, они злы на всех. Таких немало. Это проблема ихняя. Прежде всего, человек должен быть озабочен судьбой своего народа, своей нации и будущем. Человек, который заботится о своем кармане и брюхе, наверное, не требуется и от меня о нем заботы. Эту категорию я не беру во внимание. У меня забота рядовые граждане, без комплексов, переносящие страшные тяготы этой необузданной агрессии, с улыбкой на устах, не показывая свою боль. И я вам скажу, что доходит до такого состояния, при котором, скажем, встретилась мне недавно женщина лет 70 или около, одна в горном массиве, с застенчивой улыбкой подошла, обняла. И я поинтересовалась, откуда. Она говорит, с Грозного, с Мичуринского поселка. Где семья? Семья погибла. Сыновья погибли. Муж под бомбардировкой, под ракетным ударом погиб. Но это, говорит, не так важно. Это воля Всевышнего. Сохранился ли дом? Она говорит, это меня не волнует. Скажи мне одно из своих уст. Будем мы под Россией или не будем? А я ей говорю, это больше зависит от Всевышнего, я могу сказать от себя. Никогда чеченский народ не будет больше под Россией. Никогда. И можно было увидеть ее. Наверное, 16-летняя девочка так не прыгала от радости, как она получила полный вот из твоих уст. Мне говорят, этого достаточно, и я счастлива. А то, что дом, там имущество, все остальное, ты, говорит, над этим не думай. Это такая мелочь, и пусть у тебя за это голова не болит. Главное, чтобы у тебя болела голова, чтобы мы не были под этими вандалами. Вот задача. И сказано вами выше, следует ли понимать, что продолжение войны служит очищению народа? Служит. Вы понимаете, у нас приостановились все суды, деятельность судов. Рассчитывали как? Вот они вооружены до зубов, значит, очень экспансивные, характеры ярые, озлобленные. И они сейчас, мы их загоним в горы, и в горах они начнут друг друга там в лесу убивать.
упадет нравственность, мораль, будут выпивать там и прочее, прочее. Идет такое очищение духовное, от которого я вам могу вот искренне заверить, что я не ожидал даже через десятилетия такого эффекта. Тут же народ вел шариатские суды. Все. Теперь спиртное, и тот, кто продает, получает палки, и тот, кто выпивает. Но это можно было бы сделать как насилие, особенно в начальный период. Мне казалось, что это будет идти с такой болезненной, насильственной, значит, невосприимчивостью. И тут примеры. Сестра продавала водку, а брат пришел, сам лег. Дайте мне двойную дозу, если сестра еще раз когда-нибудь это сделает за нее, я вам обещаю, что она лишится своей головы. Лег и получил двойную дозу за сестры. Другой молодой человек, симпатичный, и сам попросил, чтобы его наказали ударами палок за то, что он в прошлом году выпил. А ему говорят: ты раскаялся, уже прошел год, и за это не следует наказание. А он говорит: мне отвечать перед Всевышним. Я, когда выпивал, знал, что это грех, и что это нарицательно. И я знаю, что после этого пьянства я совершил недостойный проступок. И лучше, чем отвечать перед Богом, где будет суд строже, я бы хотел ответить живым, получить то, что мне положено, чтобы перед Всевышним уже, значит, полностью раскаяние уменьшило наказание. И получил свои палки, поблагодарил тех, кто исполнил, значит, приговор, пожал им руки, обнялся и повел со спокойной душой пошел. Вот куда идет нация, народ. Пример очень убедительный, замечательный. И вот саморегуляция идет, геометрической прогрессии растет духовность, нравственность. А поэтому и сила противостояния этой агрессии. Сила противостояния. Примеров достаточно. Да, мы здесь видели много таких людей. Джихад Мусаевич, какие у вас будут прогнозы на ближайший месяц-два? Я о своих прогнозах пока умолчу. Мои прогнозы сейчас сопряжены с моими действиями, с мерами, которыми и с планами, которые принимаются и должны быть реализовываться. Поэтому я не потороплюсь с прогнозами, но для чеченцев прогноз благоприятный. Благоприятный. Для России неблагоприятный. 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 Джихад Мусаевич, вы рассказывали о духовности. Скажите, вы с детства были верующим человеком? Да, сколько я себя помню, я всегда был очень глубоко верующий. Глубоко верующий. И считаю, что абсурдно не верить в своего Творца, который тебе дает жизнь и который отнимает не по твоей воле. Не верить в эти силы – это просто быть животным. И самого себя заставить только поступать по своему образу и подобию и по своему собственному желанию и прихоти. Убрать сдерживающий фактор духовности, морали, нравственности. Поступать сиюминутной прихотью, похотью, желаниями, не считаясь ни с окружающим, ни с законами природы, ни с законами Всевышнего. Я был глубоко верующий, остаюсь глубоко верующим, и убедительно встают картины, при которых я сам
ощущаю их, я сам вижу, что есть силы, огромные силы, силы Всевышнего, которые нам не подвластны. Я их реально сам вижу, ощущаю, поэтому не верить этим. Это значит заниматься просто самообманом. А вообще не верить в силы Всевышнего, своего Творца, по меньшей мере, просто глупо. Просто глупо. Сейчас уже доходит до абсурда. Значит, некоторые ученые, садясь на экран телевидения, уже начинают делать заявки, что человек – это Бог на земле, потому что он творец. Все это смешно. Я вызывал своих членов Академии и Академию на дискуссию. Давайте вы со своей командой ученых и я с группой своей команды подискутируем о философии жизни, о законах природы, законах Всевышнего и выясним наши отношения. Мы готовились, они приняли вызов, но, правда, с опаской. Готовились, и если бы не эта война, то такая дискуссия, наверное, бы состоялась. Я подготовлен со своей командой и вызываю любую команду земного шара для дискуссии и обсуждения этой проблемы. И убежден, что мы ее выиграем. Вот где теперь следы татаро-монгольского? Где Монголия? Что она представляет? Тамерлановская саранча. Византийская империя. Где она была и куда она исчезла? Османская империя. Где она была и куда она исчезла? Также должна исчезнуть и Российская империя. Но самая человеконенавистная идеология впиталась в русизме. Она уже позднего периода впитала в себе весь опыт прежних, приобрела вон какое оружие опасное. Она пользуется сейчас этим вооружением и представляет, вот у Дудаева там, сегодня по телевидению какой-то там диктор, дудаевцы применили орудие 120-миллиметровое, запрещенное Венской конвенцией. Ох ты, Боже мой. Кощунство, цинизм и блеф. А то, что применяет Россия, значит, это все разрешено Венской конвенцией, Всевышним. Русским дано право убивать детей, сносить села с лица земли только потому, что эти же чеченцы воевали в борьбе с фашизмом. Только эти же чеченцы больше всех из всех советских народов вложили вклад в становление этой армии. Депортированные, резервированные, лишенные права человеческого, права на жизнь за всю эту советскую власть, пахали как буйволы, впрягшись в эту упряжку. И вот теперь подарок им от этих же вооруженных сил и от их вооружений, от этого русизма. Так что Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократически правовым государством, пусть не демократии там и не пахнет, по крайней мере, соблюдающие законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Средины нет. Михаил Мусаевич, вы можете сказать что-то о количестве убитых российской армии? Не могу сказать, потому что мне нисколько не доставляет ни удовольствия, ни радости от того, что эти цифры убитых, зарытых
причем зарытых. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывают ямы сотнями. Трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Не делает нам чести ни эти цифры, и дай Всевышний, чтобы их было как можно меньше. Пусть они будут те, которые называют в России, пусть этим хоть успокоит свою совесть. Пусть хоть этим тешит себя, что их мало, и чем меньше они называют, тем больше я радуюсь. Пусть будет меньше. Шахрам Саевич, может ли что-то резко измениться в политике России в отношении Чечни? Ведь неожиданность всегда были характерны чертой политики российской. Непредсказуемость, а не неожиданность. Непредсказуемость. Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не спонтанное явление. Ведь посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении к Генеральному штабу во взаимодействии с всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб до вооруженных сил, спланировать такую громадину до мельчайших подробностей, на это нужны годы. И они планировались годами. Чечня – это только фактор, а далее Кавказ, а далее Балтика, далее Средняя Азия. Планировалось здесь что? Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан, вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны быть полностью под юрисдикцией с присутствием российских войск на Кавказе. Далее побережье Каспийского моря, включая Лезгинистан по периметру до иранской границы, все рабочие, потерявшие смысл и работу на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, должны были заселить сюда, изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев с побережья и остальных с побережья Каспийского моря в горы. А далее, посмотрите, мы демонстрировали карту, спланированную в Генеральном штабе. Границы между Чечней и Дагестаном нет, включая Хунзах и Черкей, и Черкейскую ГЭС. Должны были быть уничтожены только авиационными ударами с воздуха. И Черкейская ГЭС тоже, где затапливалась огромная площадь внизу, уничтожался весь потенциал, как производственный, так и природный, и оставить кавказцев, по сути дела, без Кавказа. Таков был план. А далее Крым. Заканчивалась кампания в Чечне. Все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Белоруссии коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте, и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте, и тем проживайте. В Латвии 2 военно-морские базы и 7 наземных военных баз на территории Латвии, оккупированные и никуда не денешься. В Эстонии Нарвский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии друг с другом. Вот примерно планы до конца 1995 года,
которые были в России. Планы. Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как в анекдоте муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает: что с тобой, Мурик, дорогой? Что случилось? Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался. Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рэкетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет, обыкновенный рэкет. Ну, Ильхаз Мусаевич, зачем надо было ради этих планов разваливать такую мощную армию? Значит, эта армия была единственным сдерживающим фактором авантюристов от политики. Преступную группировку нынешних политического руководства, прорвавшейся к власти. Эта армия могла поставить в любое время в строй любую политическую группировку. А теперь, когда этого фактора нет, их задача была сломать эту армию советскую, сделать свою угодную для нынешнего режима и делать то, что она сегодня делает. И с этой армией, и со своими необузданными аппетитами. И в надежде, что реалистическое устрашение бывшего Советского Союза, его военной мощи сработает и дальше. Не сработает. Для того, чтобы такая машина сработала, надо иметь идею, государство легитимное, идеологию, политику внутреннюю, внешнюю, признаваемую, мотивы, стимул. Вот тогда сработает, а сейчас не сработает. Никакие угрозы с пеной у рта, кровавой пеной российского нынешнего режима и будущих режимов ничего не изменится. Кого бы там ни меняли, суть еще не скоро не изменится в России. Вон она, Дума, первый провокатор вот этой ситуации бойни. Какие решения принимает? Провоцирующие, наталкивающие. Вот вы давайте исполнительная власть. Правовую базу дают. Посмотрите решения. Вот у меня материалы там документально лежат. За подписью Рыбкина, его заместителя Митюкова и так далее. О, как Совет Федерации. Тоже провоцирует. Провокаторы. А что исполнительная власть? Укрепляться? А для этого свои структуры. Он аппарат президента. Есть же у вас информация, насколько он
увеличился. А сейчас некоторые, значит, прихлебатели при этом котле делают вид, вот те, давайте смиримся с нынешним положением, ибо будет гражданская война. Значит, эти стукачи и сексоты платные создают фон реалистической угрозы режима, значит, если что-то там тронуть сейчас, потому что они окрепли. Иначе эта сила сейчас поведет их, значит, на бойню. Вот. Нужно согласие россиян, соглашаться с нынешним положением и так далее. И, значит, реалистическим устрашением уже внутренней ситуации создают фон, нужный для нынешнего режима. А эти ощетинились и пошли дальше. Ага, нас боятся. Мы окрепнем еще дальше, создадим свои структуры под каждого. Клан политический же, свои силовые структуры, и пойдем стенка на стенку. И народ пугать, если вы нас будете трогать, то мы пойдем друг на друга, а чубы будут у вас лететь. И все сидят, давай, ребят, давай. Шахрат Мусаевич, а значит ли сказано в армии выше, что в Советском Союзе самая чистая была это советская армия? Не понял вопрос. Самая чистая была в Советском Союзе это армия, потому что она сдерживала власть, политическую власть. Я вам скажу, что советская армия при всей агрессивной политике высшего политического руководства и ее замыслах, при всем его тоталитаризме, советская армия, как ни одна армия, была идеологически, духовно, можно сказать, даже морально, если не духовно, то морально, одна из самых жизнеспособных составляющих Советского Союза в любом отношении, воспитанных в духе, не негативном духе, а действительно впитавший в себя действительно идеологию защитника народов и Отечества, не вмешиваясь в внутренние дела, но и не позволявший над собой и над народами, где бы это ни происходило в Советском Союзе, никакое насилие. Я ж по себе знаю. И в той же Эстонии, и в той же Прибалтике, и в той же Сибири, и где бы ни служил, для меня и для моих подчиненных, и для целой армии, значит, граждан не смей узурпировать, не смей насиловать, не смей совершать какое-то насилие. А сейчас армия превратилась в основной фактор насилия. Основной фактор насилия. Буквально считанные месяцы и год-два превратили эту армию буквально в каратели. Карательные. Вон они, моряки. Кичатся тем, что они совершали каратели. И средства массовой информации это выдают чуть ли не за подвиг. Убивают мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Ничем не защищенных. Приходят, убивают, причем как? С расстояния недосягаемого, с воздуха и с артиллерийским огнем сносят с лица земли, потом приходят в этот населенный пункт или город и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все, вплоть до грязного женского белья. Этим занимаются генералы. И чтобы я когда-нибудь мог себе представить, чтобы советский генерал, я уж не говорю о был запачкан в грязном белье чужом, в мародерстве, я себе такое и в мыслях не мог представить. А сейчас это прям рядовое явление, это болезнь.